крылья. Вроде сидит, ребята, не знаю. Посадил на поводок. Ну, так приучаю, а потом уже может будет сама садиться, я уверен. Думаю, будет. Она поймет, что лучше сидеть, чем бежать. А кобылек куда-то ушел. Далеко уже. Только смертей была, ломанулся. Чего вам заработать? Ледь не шахтина. И снова, ребята, мы на второй избе. Нормально доехали. Нормально доехали. Изба, главное, стоит на месте, а все остальная ерунда. Никакое дерево не свалилось. Ветром не унесло. Охотники были, нормально вроде, все оставили. Сейчас поглядим, что там внутри. Прям отличный наст. Тулан всю дорогу бежал, не устал он, кобылек. Смотрите, тут костер кто-то делал. Костер, чай кипятили, охотники. Ну, в принципе, я знаю, кто это здесь был. Кто из наших ночует, мне говорит. Мышка сидит в мышеловке. Вон как. Кроме мышей пока ничего не ловится. Ну, я тут сало оставлял. Сало оставлял, больше ничего. Че вам здоровка? Все чисто. Тулан наглядь зашел. Знаете, вот сейчас я зашел в избу и чуть-чуть теплее, чем на улице. Никто не ночевал. Как я оставлял матрас, чуть-чуть отодвинутым, ну да, от стены. Куртка как висела, так и висит. Мышка там не попадалась. Все, значит, понятно. Вот какой чай пили. Один пакет даже оставили. Ну, обычно что-то, да, кто-то всегда что-то оставляет. Это 100 пудов так было и будет. Один человек, ну 2-3 сигареты, чай пакет один. Или в банку так, одну в банку там заварили, или я не знаю, что было. Но чуть-чуть он там, даже мыши не лазили, видно, на стол. Потому что крошки хлеба, все осталось. Айда уже заняла свое коронное место, любимое. И этот наглец, блин, обоссал в избушку. Тулан, что за... Буду ругать. Сейчас я камеру выключу и буду его ругать. Так, ну, что-то там писали, нет. Глянем. Обычно все мы пишем тут. Так. Да. Так. Мы тут запись оставили.
Угу. Я знаю, кто это. Он и есть. Да ладно, показывать не буду. Ну вот. Ну что, ребята. Первое, что я сейчас сделаю, это буду испытывать печку. Печку буду испытывать. Буржуйку я привез. Много вещей. Все это надо оставить. Груженным приехал. А там уже на обратном пути пустыми санями будем ехать. Это проблем никаких нет. Это сейчас там рубероид еду взял, ну, чтобы оставить весной, чтобы меньше. Ну вот, видели, сколько снега уже после нас. Я вычищал, и там уже сколько снега, сантиметров 20 выпало вон. Где-то сантиметров 20. Я немножко оставлял, и сантиметров 20 еще выпало. Вот. Ну, нас такое чуть-чуть держит, но, знаете, вот, если, сейчас я скажу, так, ну тут вроде ничего так, не знаю, потом лыжи взять или нет, на это, как на рыбалку хочу сходить, но тут все нормально держит. Не знаю потом, как быть. Вот смотрите, какая красота. Ветра нету, солнце светит. Сейчас по-быстрому позавтракаем и сходим на рыбалку. Я хочу рыбачить. Ничего делать не буду. Тут заяц пробежал, следы. Так, подожди, это не то. Я где-то чуть-чуть раньше видел. Это не то, это не то. Где-то были следы зайца. Что мы не перетоптали все. Собаки. Так, надо показать вон. Вот. Зайчьи следы. Прям возле будки вот тут пробежал. Вон. Тык-тык-тык. Видно. И спустился вон туда вниз. Вот такие делишки. Как же быть-то? Лыжи взять или не взять? Ладно, буду сейчас разбираться. Все вещи надо снять. Буржуйку, печку, дрова спилить для буржуйки. Пока этим я буду занят. Так, что это? Уйди. Ну то ты, блин, везде отмечает кабелина.
Айда, му. Minne tullaan? Häh? Minne tullaan? Немножко разобрал тут. Что я привез? Проволоку. Ну, в лесу всяко может пригодиться. 2 канистры, это ненужные канистры я привез уже. 2 ледобура. Один старый, наверное, здесь оставлю. Ну, пару рулонок, если пеший поход у меня будет, чтобы если вдруг надумаю там рыбачить или еще. Ну, не знаю. Привез, чтобы оставить. Мне он, в принципе, сейчас не нужен, потому что у меня второй есть. 2 рубероида. 1 рубероид уйдет вон на ту крышу, амбар. Буду крыть новым рубероидом. Дополнительно в 2 слоя положу. И второй рубероид запас привез. Думаю, еще ремонт будет у меня вот тут. Смотрите. Вот эти 3 доски вообще сгнило. 3 доски сгнило, может быть. Но точно не могу сказать, что буду этим заниматься. Но в планах тоже уже весь в мху. В планах сделать здесь небольшой ремонт. С одной стороны и с другой стороны. Здесь немножко уже начинает капать. Надо тоже, в принципе, 1 слой такой покрыть рубероидом. Но это будет весной. Весной, когда уже приеду на лодке. Так что фильмы еще, походу, еще будут. Походу будут, планов много. Работы много и планов много. Айда у меня вон там уже лежит. Ну, сегодня допустимо. Сейчас она поранила лапы, пусть лечит. Сейчас на прицепе, в принципе, нормально сидела, не дергалась. Сейчас я буду устанавливать эту печку. Немножко нервничаю. Там получилось, нет размером, надо попробовать. Вот, и затоплю, потом кашу погреем, чай попьем и дальше пойдем рыбачить.
Так, ребят, сейчас глянем, что-то получится, нет. Так, куда бы установить так, чтобы видно что-то было. Вот смотрите, у меня заранее здесь был приготовлен такой кирпич. Я убираю. Вот. Это когда я печку делал, именно для того, чтобы... Сейчас я шапку поменяю, жарко что-то стало. И, короче, когда я трубу строил, именно для железной печки я хотел дополнительно здесь железную печку еще поставить. Но что-то хотел и перехотел, как мы видим. И сейчас вот приварил вот такую штуку. Дополнительно печка. Видно, не видно, потом вам. Вот тут труба. И будем. Опа. Вот так. Вот ничего так. Все вроде подошло. Не знаю, как будет дымить там или работать, нет. Так, все. Сейчас затопим. Будем затапливать. Спилил, приготовил вот такие мелкие дровишки. Мелкие дровишки. Так. Сейчас. Ну, самое как раз. Не длинные, не короткие. Как будто по размеру подходит вроде. А это насторожилась. Тулан, не лезь туда. Получишь потом опять. Так, ну, много, наверное, затапливать не будем. Сперва пробно так. Ну-ка, уйди, Тулан. Первый раз затапливаю. Думал, труба длиннее получилась. Боялся, что по размеру не подойдет. Я срезал где-то сантиметра 2, наверное. Оказывается, лишнего нету. Но можно подложить там под печку какую-нибудь прокладку железную. И все четко. Так. Ну, с испытанием, ребята. Надеюсь, все получится. Сейчас-то, о, блин, не горит. Сейчас-то уже как бы теплый, сезон-то уже холодный прошел, на будущий год это уже надо было привезти мне. Тяга будет, не будет потом. Ну-ка. Сейчас посмотрим, ошибся Олег или нет. С размером все угадал. С размером. Можно, если что, больше сделать на 2 раза. Но это пробно так. Если понравится, это без проблем можно переварить из нормального металла, там 3 миллиметра, взять металл, трубу оставить, а размер уже, в принципе, я знаю, какой что. Так, вроде все горит. Сейчас на улицу пойдем, посмотрим, дым идет или нет. Так. Дрова еще остались. О! Дымок-то идет. Все четко получилось, ребят. Все четко. Что я задумал, все нормально. Дым идет. Хорошечно. Это хорошечно. Так. Так. Хорошечно все. Опа.
нормально еще закину туда дрова. Вроде нигде по сторонам дым не идет. Никакие щели. Сейчас тяга усилится, сейчас нагреется печкой и тяга еще мощнее будет. Ну-ка, да? Что? Шабаш? Ты смотри, война у них начинается опять. Ухо надо востро, блин. Айда может опять начать там драку. Все, хватит. Иди гуляй, иди зайца ищи. Ну. Енкай. Лезет тоже лагай. Ладно, сейчас я, как нормально загорится, я поставлю кашку и буду кашу греть. Буду завтракать. Ошибочка у меня, ребята, вышла. Смотрите, дым. Дым, тяги не хватает. Тяги не хватает. Мне в комментариях сразу написали, что я трубу диаметром маленько сделал. И это моя ошибка. На улице, когда проверял, там вроде нормально тяга шла. А сейчас вот, но чуть-чуть не хватает. Видно, дыма много, а труба узкая. И придется эту печку мне заново отвезу домой, и трубу придется переделывать, побольше сделать. А весной уже на лодке я обратно привезу. Жар дает отличный, прям сразу тепло. Но он какой кумар у меня в избушке. Вот такие дела. Так что я ошибся. С размером все угадал, но ошибся в том, что я приварил маленький диаметр трубы. Вот так. А если смолистой сосняком там затопить вообще? Ну тут в принципе все нормально. Дым идет. Прям отличный, но у меня по-другому не получается, блин. Одну и ту же работу 2 раза иногда бывает делаю. Может, поменьше надо дров закинуть. Да, вон как фыркает. Должно однородно такой гул идти, тяга. А это фыркает, как будто задыхается. Вот так вот, не хватает воздуха. Жарит, конечно, конкретно. Писали еще комментарии, что это печка для палатки только, но у меня помещение там 4×4. С размером палатки тоже. Вообще четко все греет. И даже у меня дверь открыта пока. О, жарит как. Да. Не буду гадать. Я отвезу эту печку и переделаю все-таки. Переделаю, у меня возможность есть диаметром до 10 сантиметров. Я сейчас езжу в город и прикуплю новую трубу и доделаю эту ошибку свою. Ну сейчас в принципе угли будут, сейчас вот как бы и перестало тоже вот. Такого, ну, большого дыма нету. И горит вроде нормально все. Ну да ладно, сейчас буду дальше думать, что делать. Это ерунда. Только время теряем. Сейчас быстро позавтракать надо. Так, смотрите. Прикупил новый фонарик с Алиэкспресс. Посоветовал один блогер наш, тоже земляк, с Коми, снимает свои фильмы. И там прорекламировал. И вот я тоже прикупил. Еще ни одного похода с ним не было. Сегодня, если что, вечером, ночью можно испытать, там, как он светит вообще в ночи. Вот. Ну, конечно... О, блядь, это что у меня? Сахарный песок порвало, что ли? И что у меня случилось?
О, авария тут. Ну, камон, иди сюда. У меня тут авария, оказывается. Уйди. Вон ты. Пакет порвался. Что-то случилось. Надо все выгрузить. На эти продукты я оставляю все это дело. Так, и сахарный песок. На полторашки надо сахарные пески ложить. Вроде успокоилась все. Печка. Так, это оставляем. Тут у меня черви, опарыши, термос. Тоже. Так, тут всяко разного хлама. Так. Тут тоже разбираться будем. Газовую горелку взял. Так, этот пакет на рыбалку понадобится тоже. Так, сало, шматок. Семечки, как обычно. Картошка. Вечером суп буду варить. Так. Сейчас кашу нагреть. Кашу нагреем. Хлеб. Консервы. Так, все. Ништяк. Так. Тут форт. Этот тоже нужен. Так, это тоже нужен нам. Конфеты такие, как Марс, похоже на Марс. Суп пачковый, кетчуп, лук. Ну, на пару ночей. Даже очень много еды, как обычно взял. Это запасной нож надо взять с собой, чтобы не забыть. Рюкзак, наверное, и нож.